Так, друзья, смотрим. Кладка. Трехэтажный жилой башенный комплекс. Посмотрите, кладка какая красивая. Посмотрите. Арки. Сейчас постараюсь подняться еще ближе и заснять. Уверен, здесь тоже мы увидим петроглифы. Ну как вам наша красавица? Вот она. Моцаревский башенный комплекс. Боевой башенный комплекс. Идем дальше. Хочу показать вам, какие каменные глыбы. Посмотрите. Ширина данных глыб сантиметров 90. Как минимум. Это нижний слой. Вот. Идем дальше. Внутрь. Здесь, надеюсь, не свалимся. Есть ли где еще? Здесь петроглифы. Опа. Вот. Петроглиф. Чтобы было видно. Всем заметно? Вот он, петроглиф. Смотрим, сколько этажей. Раз, два, три. Остался кусочек столба. Трехэтажная жилая башня. Так, сейчас попройти и не упасть. Посмотрим дальше. Посмотрите. Посмотрите на это великолепие. Вот что сделало время. 13 век. Это вам не хухры-мухры. Стены толщиной снизу до метра, сверху до сантиметров 90. Посмотрите. Все прямоугольные камни. Как я и сказал, здесь обрушенная стена. Здесь, на этой башне, уже дальше, да и нигде далее я не видел больше трехугольных камней. Башня сама закрыта. Вот так. Вот такой башенный комплекс здесь. Вот. Средневековый замковый комплекс. Вокруг хвойные леса, как мы видим. Здесь есть места от бойниц. Вот здесь бойница, там проем, там бойница. С этой стороны петроглифы больше я не заметил. Надо посмотреть в других местах. Есть ли арочный камень, который тоже треснул. Как мы видим. Вот. Чтобы вы знали, сейчас, в данный момент, я нахожусь на высоте, ну, приблизительно метров, наверное, 8 или 10. Это сразу ко второму этажу. Здесь жилая башня. Там сзади более сохранившаяся еще одна жилая башня. Видите, да? Это двухэтажная. Рядом стоящая тоже. А, нет, это трехэтажная башня. Смотрите, лестница как выглядит. И вот здесь